Здравствуйте, уважаемые школьники! Сегодня мы с вами собрались, чтобы провести вместе с работниками исторического парка «Россия. Моя история» онлайн-урок, который называется «Иди и смотри». Урок приурочен ко дню памяти жертв геноцида советского народа в Великой Отечественной войне. Меня зовут Егоров Владимир. Урок, получается, рассчитан на школьников, примерно старшего школьного возраста. Вся информация, которую вы здесь увидите, да, она, получается, является собранной, да, именно чтобы мы с вами, да, молодое поколение, юное поколение, осознали масштаб жертв, который понес советский народ в ходе Великой Отечественной войны. Вот план нашего урока состоит, получается, в том, цель урока — это сформировать представление, да, о геноциде советского населения на оккупированных территориях и, получается, обсудить художественные средства режиссера, которые он показал, да, в своем авторском видении в этом фильме «Иди и смотри». Вот, получается, здесь вы можете увидеть, я сейчас вам расскажу непосредственно, да, все вот эти пункты нашего урока. Наверное, вы уже знаете, да, то, что когда началась Великая Отечественная война, нацистская Германия при занятии советских территорий, да, предусматривала это программу выселения, да, либо уничтожения населения Советского Союза, так как они считались неполноценными. Немецкое командование, вообще сами, получается, немецкие солдаты, да, считали то, что немецкий народ — это арийская раса, а остальные, получается, народы, да, которых они захватывают, это народы, получается, неполноценные, которые должны, получается, быть прислужниками, да, при новых господах. При занятии территорий, это у нас территории Прибалтики, в первую очередь, да, территория Украины, территория Белоруссии, это вот оккупированные части Советского Союза в 1941 году, в дальнейшем и в 1942 годах, да, они предусматривали вот такое вот свойство, то, что немецкое командование, оно, во-первых, да, изымает все продовольствие у местного населения, это продовольствие отсылалось в Германию, далее, получается, население, да, гражданское оставалось без продуктов, далее, да, естественно, чтобы запугать мирное население Советского Союза, чтобы, да, дать понять им, то, что не стоит сопротивляться, да, новому режиму, да, новому порядку, немцы проводили массовые расстрелы, проводили публичные казни и создавали концентрационные лагеря для подавления вот любого сопротивления. Кроме того, да, на территории Германии, конечно же, работали новые заводы, да, по производству вооружения, вообще по производству там любых видов продуктов, да, и поэтому тысячи советских граждан, да, они вот насильственно угонялись на территорию Германии, где они бесплатно работали в качестве вот буквально рабов на своих, получается, новых хозяев. В каждом немецком хозяйстве, да, преимущественно могли быть вот присланные из Советского Союза, да, работники, которые занимались именно вот сельским трудом. Труд был, конечно, тяжелый, да, все это не оплачивалось, и жили они в таких тяжелых условиях. Кроме того, если мы говорим уже непосредственно, да, о Холокосте, по расовой теории немцев предусматривалось на оккупированных территориях, да, сразу же уничтожать такие народы, как евреи и цыгане. И затем, после этого, да, уже физически устранять коммунистов, советских активистов и людей с инвалидностью. И получается, вот эти все перечисленные мною пункты, да, они пунктуально осуществлялись немецкими солдатами на всех вот этих территориях Прибалтики, Украины и Белоруссии. Именно, получается, немцы, да, методично стремились уничтожить советское население. Именно это велось как раз тогда с целью освобождения территории, а в дальнейшем предусматривалось после окончательной победы над Советским Союзом на эти земли, да, должны были переселиться
немецкие жители и, соответственно, колонизировать, да, вот эти свободные земли. Там, получается, должны быть располагаться немецкие губернии, да, так называемые ГАУ, во главе которых стояли бы, да, вот немецкие гаулейтеры, и которые бы, соответственно, да, управляли новыми, да, областями Германии. Вот как-то так. Ребята, вот о чем идет речь, да, в нашем сегодня историческом уроке. Иди и смотри, как вы видите, да, на экране. Вот можете посмотреть. Это советский художественный фильм, снятый, получается, в жанре военная драма, который снял выдающийся советский режиссер Элем Климов. Сценарий был им написан, получается, совместно с белорусским писателем, которого звали Алесь Адамович. Этот писатель известен тем, что он сам пережил ужасы войны и сам являлся автором нескольких повестей, документальных повестей, именно про ужасы войны на территории Белоруссии. У Олеся Адамовича есть несколько вот повестей, которые я перечислю. Это, например, вот повесть «Я из огненной деревни», про деревню Хатынь. И вторая повесть называется «Каратели». И вот на основе, получается, этих документальных повестей Элем Германович Климов создал сценарий и, соответственно, снял в 1984 году этот фильм, о котором мы сейчас ведем речь. Действие фильма, да, как вы видите, разворачивается на территории Белоруссии в 1943 году. И там, да, вот главным героем фильма является белорусский мальчик-подросток. Ему примерно лет 12. Зовут его Флёра Гайшун. Флёра — это такое редкое имя, да, от имени Флориан. Вот получается, мальчик, он становится свидетелем вот карательной акции. И все это действие, да, занимает несколько дней. И этот мальчик, да, видя ужасы войны на своей деревне, да, в своей деревне, видя, получается, вот расстрелы и сжигание жителей, он, получается, по сюжету фильма становится из юного мальчика седым стариком. Фильм был приурочен к 40-летию Победы в Великой Отечественной войне. Снимали его в 1984 году, а в прокат он вышел в 1985 году. Непосредственно, да, здесь надо сказать то, что вообще режиссер Элем Германович Климов, вот вы видите его перед собой, да, он сам был, скажем так, относился к тем людям, да, это категория «дети войны». Он жил и вырос в осажденном Сталинграде, и его, будучи подростком, да, люди эвакуировали из осажденного города. То есть сам, получается, режиссер, да, не понаслышке знал об ужасах Великой Отечественной войны. Он убедил руководство Госкино СССР, то, что к 40-летию Победы, да, нужно снять такой, буквально сказать, пронзительный, запоминающийся фильм, который бы станет предупреждением для следующего поколения вообще людей, которые бы задумались, да, вообще о природе войны. Средства ему, конечно же, были выделены, но вот что следует сказать, да, Госкино первоначально рассчитывало то, что фильм получится, в духе вообще стандартных фильмов, да, о героике советских партизан. Далее, да, получается, о ведущей роли коммунистической партии, да, в борьбе против фашистских оккупантов. Но Элем Германович снял фильм, получается, скажем так, в жанре, да, антивоенной драмы, где, получается, нет четкого сюжета, и именно главный герой, да, это, получается, никакой не военный, да, генерал, да, там, или, как получается, мальчик-герой, да, а именно, получается, случайный подросток, который оказался случайно в этом месте, да, и вот пережил вот эти все свидетельства карательных акций немецкого командования, да, и здесь вот вы можете видеть кадры из этого фильма, да. Первоначально Элем Климов считал то, что фильм можно было назвать «Убейте Гитлера». Вот такое громкое было название у фильма, но чиновники Госкино, конечно же, порекомендовали такое название переделать. Съемки велись, получается, в Белоруссии, прямо в тех местах, где проводились карательные акции немецких солдат. Непосредственно это была деревня Каменка на территории Белорусской, да, Союзной Республики.
И здесь режиссер потребовал, да, чтобы для более полной достоверности вот этих событий, которые покажутся в фильме, да, он потребовал, конечно же, да, помощь от нашего Минобороны, тогдашнего Советского Союза, потребовал, получается, помощь, да, в создании вообще использования реквизита. И поэтому в этом фильме вы увидите, соответственно, такие моменты, да, как использование настоящих боевых патронов, снарядов и мин. Получается, все вот эти выстрелы, да, взрывы от снарядов и мин, да, это они сделаны с помощью настоящих именно боевых патронов. Это очень редко используется в кинематографе, потому что при использовании боевых патронов, конечно же, могут быть жертвы. Тем не менее, получается, требования режиссера, они были удовлетворены. Далее, да, в этом фильме он начинается очень так необычно. Сразу же после начала фильма, да, вы видите вот перед собой, да, кадр. Это мальчик, совсем маленький, да, ему лет примерно 7, да. Он, получается, в камеру, да, вот, как вы здесь наблюдаете, да, произносит такие слова, да, на таком советско-белорусском наречии, что даже непонятно, о чем говорит мальчик. Мальчик там пародирует предупреждение деревенского старосты, да, то, что не надо искать оружие около деревни, потому что если об этом узнают полицаи, немецкие пособники, то могут пострадать, да, жители деревни. Тем не менее, мальчики, да, они старосту не послушали, да, и продолжили раскопки, чтобы найти оружие и убежать в партизанский отряд. В массовке этого фильма, да, жители деревни как раз-то играли люди, которые непосредственно застали эти события, которые были как раз-то, да, детьми войны. Здесь также, да, давайте вот по ходу фильма я вам покажу. Главный герой это Флёра Гайшун, белорусский мальчик, да, о котором я вот уже предварительно говорил. Вот здесь вы наблюдаете, да, трансформацию этого мальчика, да, за ход фильма, который длится 2 часа. По, получается, сюжету фильма действие происходит примерно в течение 3 дней. Во время карательной акции немецкой, да, службы безопасности, немецкой жандармерии, которые осуществляли карательные акции, да, чтобы советские жители, да, не помогали партизанам. И здесь вот режиссер хотел показать то, что мальчик, да, буквально вот за эти дни физически и духовно меняется. Вот вы наблюдаете первоначально, да, очень улыбающегося такого жизнерадостного мальчика, но, получается, участвуя в этих драматических событиях, да, мальчик к концу фильма, да, предстает совсем не подростком, да, а, скажем так, буквально пожилым, да, чуть ли не стариком. Мальчик буквально состарился за все эти события. Это был такой необычный ход для того времени, да. Мальчика сыграл советский актер, тогда ему было лет 13, да, это Алексей Кравченко. Сейчас этот актер жив, он уже после этого фильма, да, часто снимался в других советских и российских фильмах. Тем не менее, эта роль, да, потребовала у него вообще максимальной отдачи, потому что роль была драматическая. И режиссер фильма, да, как раз-то он много беседовал с мальчиком, тет-а-тет, наедине, да, и объяснял мальчику то, что роль очень сложная будет для тебя, и, соответственно, ты должен выложиться буквально на 100%. И, конечно же, да, мы со съемочной группой, да, тебе поможем именно с точки зрения вообще психологической помощи, чтобы мальчик, да, этот актер Алексей Кравченко, да, показал именно вот на своей внешности вообще, да, и своей актерской игрой. Это же драма, соответственно, да, роль была сложная для 13-летнего мальчика. И Алексей Кравченко, да, он, люди считают, да, вообще и критики, да, и все вообще, скажем так, зрительское мнение, да, то, что мальчик справился с этой задачей, он вот показал все вот эти эмоции, которые требовались от него режиссером. Далее, да, следует сказать, да, то, что на территории Беларуси, естественно, да, население активно боролось против немецких оккупантов, создавались партизанские отряды, которые нападали, да, на территории, получается, захваченные врагом, нападали на
немецких солдат, на немецкие гарнизоны, да, спасали немецких, то есть спасали советских жителей, да, которых хотели угнать в Германию, обратно отбирали скот и продовольствие, да, возвращали это все, получается, советским жителям. И получается, когда немецкое командование, видя, да, районы, где активно действуют партизаны, они туда посылали специальные, да, карательные части, которые должны были, получается, да, как-то наказать советских жителей, да, за участие в этих партизанских акциях. Это, получается, активно проводилось в 41-х, 42-х годах, да, на захваченных территориях Советского Союза. Здесь, ребята, вы видите, да, собирательный образ немецкого майора. Это по сюжету фильма, да, это оберштурмбанфюрер карательного батальона, да, который, получается, непосредственно, да, вот руководил убийствами, да, и сожжением советских жителей, да, на территории захваченных белорусских деревень. А здесь вы видите, да, то, что этот немецкий майор, да, он весь такой пожилой, он весь старый, да, седой. У него на плече вы видите редкое животное, это примат, называется лори. Это, видимо, его ручной питомец, да. И по ходу фильма, да, этот немецкий майор ведет себя очень так отстраненно, очень устало, да, потому что сожженная деревня Переходы, которая фигурирует в этом фильме, да, это, скорее всего, не его первая деревня. Он эти деревни, да, уничтожал методически. Буквально, наверное, это было его, скажем так, да, работой. Он к этому уже привык. Поэтому он уже прямо вот устало себя ведет, да, мол, как бы, эх, давайте там побыстрее это закончим, да, как бы, и очень ведет себя, получается, так, скажем так, задумчиво, да, и не вообще, соответственно, дает понять то, что так надо. Потому что в конце фильма, да, как раз-то, да, я вам об этом расскажу, он совсем поведет себя по-другому. Ребята, вот далее, да, по сюжету фильма деревня Переходы будет сожжена немецким карательным батальоном. Следует сказать то, что Элем Климов, да, он постарался максимально уже тогда показать, да, то, что наравне с немцами, да, с немецкими солдатами в казни активно принимали участие, да, немецкие пособники. Это, получается, жители Советского Союза, да, которые поступили на службу в немецкую армию, да, и наоборот, получается, они помогали немецким солдатам, да, казнить, убивать советских граждан. А здесь, в этом фильме, как раз-то показано, да, люди из этого, да, советского карательного полицейского батальона. Там по ходу фильма, да, можно услышать фразы на украинском языке, на белорусском языке, да. Часть, получается, солдат будут одеты, да, в форму вот вспомогательных немецких частей, которые, кстати, будут там фигурировать, да, это жители Прибалтики. Соответственно, всю грязную работу, да, конечно же, немцы возлагали, да, вот на этих западных украинцев, на прибалтов, да, которые, получается, в первую очередь, да, занимались вот поджогами, убийствами и так далее. Здесь вы видите по сюжету фильма, когда немцы пришли в деревню, да, чтобы наказать жителей за помощь партизанам, они созывают всех жителей на площадь, якобы там проводят они регистрацию, да, проводят там, получается, акцию, то, что, мол, сейчас, да, мы проведем перепись и как будто вас отпустим, да, и после проведения переписи всех жителей деревни, да, загоняют в большой сарай. И в этом сарае, получается, они загоняют, ну, очень тесно, да, буквально, насколько это было возможно. Люди там стояли буквально вот, да, ну, друг к другу прям очень близко, да. Как можно больше, получается, людей загнали в этот сарай большой. А потом, получается, после вот этого сгона людей, да, началось самое страшное в этом фильме, самое такое драматическое, да, когда немцы, да, буквально начинают стрелять по этому деревянному сараю, да, из всех вот видов стрелкового оружия, бросают туда гранаты, и в конце концов, да, они поджигают этот сарай. Люди там, получается, погибают от пуль, погибают от осколков, и, получается, они заживо, оказывается, сожжены в этом сарае. Таких деревень по Беларуси было очень много, буквально их насчитывалось, ну, сотни деревень, да. Здесь по сюжету фильма мальчик Флера, да,
которого тоже немцы, да, загнали в этот сарай, он чудом выжил. Потому что жители, да, этой деревни, да, они его вытолкнули в узкое окошко, и он, получается, вот чудом уцелел от этой страшной казни, да, и получается, когда он выжил, да, он буквально вот испуганный вот отходил от этого сарая, который вот горит, да, на заднем фоне, вот на фотографии видно, да. Немецкий офицер его увидел, да, испуганного такого советского мальчика, и он, получается, да, совершил такой прямо античеловеческий поступок, вот видно, да, он приказал своему фотографу, да, этого батальона, да, сфотографироваться на память. И вот, получается, он испуганного мальчика, да, поставил на колени, он достал пистолет, он его зарядил боевыми патронами, да, передел затвор и буквально вот приставил, да, этот пистолет к голове мальчика. И фотограф несколько раз, получается, фотографировал его. И вот эти фотографии, да, немцы собирали вот с такой прямо непонятной жестокостью, да, и как бы антигуманными такими целями. И вот эти фотографии, да, они посылали домой, в Германию, в качестве сувенирных подарков. Этот момент фильма, да, он имеет настоящую историческую подоплеку, потому что когда советские солдаты, да, осматривали, да, вот эти трупы немецких солдат, да, они часто находили вот эти альбомы, где, получается, немцы, да, фотографировались с убитыми советскими жителями, да, на фоне, получается, вот поджогов, на фоне виселиц и так далее, да, это вот, получается, все имеет документальное такое свидетельство о, получается, жестоких, да, немецких солдатах, которые вот проявляли, да, вот такие моменты антигуманные, да, и, соответственно, режиссер это правдиво показал, потому что считалось, да, то, что до этого, ну, этого кадра, да, то, что вообще такого как будто, ну, и не было, да, возможно, это выдумки и так далее, да. Дальше, ребята, вот такой вот момент, я специально вам показываю наиболее, да, те кадры, которые, ну, вы можете посмотреть. Самые шокирующие кадры, конечно, я не буду показывать, да. Фильм, ребята, он рекомендован к просмотру, да. Примерно, наверное, ребята, когда вы будете учиться в старших классах, ребята, когда вам исполнится 18 лет, только тогда, да, вы можете посмотреть этот фильм, либо же, да, вы можете посмотреть этот фильм, да, только согласие ваших родителей, потому что он, да, рассчитан все-таки на более-менее школьников старшего школьного возраста. Вот на фоне, получается, вы видите, да, это вот сожженный сарай, стоят немецкие солдаты, да, получается, смотрят на вот догорающие, получается, бревна, да, где заживо, получается, находились люди. После этого, получается, солдаты, да, они уходят по направлению к другой деревне, да, и там же продолжают последующую свою карательную акцию. То есть, получается, они за день, да, могли уничтожить там даже по несколько деревень. Следует сказать то, что сами съемки, конечно же, велись в таких напряженных условиях, потому что режиссер требовал, да, у этих жителей, да, у массовки, которых завели в этот сарай, да, показать именно вот драму именно тех людей, да, что вас собираются сжечь как будто по-настоящему. И, естественно, поначалу, да, на первоначальных дублях, да, массовка, да, и вообще жители, да, вот эти солдаты, да, соответственно, да, которые были одеты в советскую, немецкую форму, да, и жители вообще сельские, да, они вели себя, конечно же, сперва как-то так, ну, недостоверно, потому что это же все-таки фильм, а не реальные события. Тем не менее, получается, после нескольких дублей, да, вся съемочная группа, да, она осознала эти великие такие, да, драматические моменты, и поэтому, когда вот снимали кадр, да, сожжения деревни в этом сарае, жители деревни, там буквально начались такие буквально страшные человеческие вопли, да, о пощаде. И, соответственно, да, все это было снято. И фильм считается буквально чуть ли не самым правдивым, да, фильмом, где показаны немецкие зверства, совершенные, получается, карателями вот на территории Советского Союза. Вот, ребята, это кадры из фильма, да. Деревня была сожжена полностью. Большая часть жителей, конечно же, была вот убита, да, сожжена. Некоторые жители, они были, конечно же, да, им посчастливилось убежать. Вот они-то и стали свидетелями в дальнейшем, да. И потом вот на основе их свидетельств, показаний, да,
ну, были сняты в дальнейшем, да, другие советские военные фильмы, да, и другие, получается, вот были написаны документальные повести, да, на основе реальных событий. Вот, например, та же самая вот повесть Олеся Адамовича, да, «Огненная деревня», про деревню Хатынь, которую уничтожили немецкие оккупанты, каратели, да. Далее здесь же, да, следует отметить книги белорусского писателя, которого зовут Василь Быков. Ребята, я вам его книги рекомендую. Этот белорусский писатель тоже был участником Великой Отечественной войны. Он написал несколько повестей о как раз-то Второй мировой войне, да. Ребята, особенно, да, я рекомендую его повесть, которая называется «Обелиск». Ребята, запомните. Повесть Василия Быкова «Обелиск». Как раз-то вот получается про подвиг одного белорусского учителя, который во время войны, да, получается, своим поступком, да, помог школьникам во время, получается, карательной акции немцев. Ребята, в дальнейшем, вот смотрите. По сюжету фильма, когда немцы, да, сожгли деревню и продвигались по дороге, да, по направлению к следующей деревне, их ждало возмездие. Ребята, их настигла кара, соответственно, да. Советские партизаны, во главе, получается, у них стоял партизанский командир по фамилии Косач. Вот он, вы видите его на экране, да. Он был таким волевым, решительным командиром, да, который, получается, конечно же, да, хотел наказать немцев за их злодеяние. И, ребята, да, советские партизаны, да, они уничтожают этих карателей полностью. Они, получается, нападают на этих немцев. Большую часть, получается, карательного батальона они уничтожают. Но, ребята, это проходит за кадром. Фильм, ребята, это драма. Поэтому, соответственно, да, никаких перестрелок, да, красивых здесь нет. Именно, да, здесь вообще нет таких героических моментов, да, когда вот люди перестреливаются друг с другом, да, из разного вида оружия. Наоборот, да, соответственно, здесь показывается то, что здесь оружие используется только для расстрела мирных жителей. И получается, здесь вот командир отряда, да, показан тоже таким вот, да, как-то даже таким вот задумчивым и усталым, да, в какой-то степени он тоже в конце уже устает от этих зверств, да, и он по ходу сюжета в конце, когда часть карателей захватывает в плен, да, разозленные партизаны, уцелевшие жители деревни, да, они просят, соответственно, да, наказать немцев точно так же. А именно, да, ребята, они просят, получается, разрешения у командира сжечь немцев живьем. То есть так же поступить с немцами, да, уцелевшими, так же, как они поступили с жителями белорусской деревни. И там есть такая страшная сцена, да, когда каратели, получается, подводят под мост. Они все испуганы, да, соответственно, просят пощады. Их, ребята, обливают бензином. Ага, и получается, вот этот мальчик, да, ребята, я вам его показывал, вот смотрите. Мальчик Флера, да, который к тому времени весь такой стоит седой, да, он очень был обескуражен. Он буквально находится в состоянии, получается, шока, да, и так далее. Он, ребята, да, он просит разрешения у командира, да, сжечь немцев живьем. Это была просьба мальчика, да. Солдаты все, получается, стоят все обозленные, да, партизаны. Жители, получается, стоят, да, все, получается, стоят именно вот на таком драматическом фоне. Там прямо такой драматический накал, музыка такая очень тревожная, нагнетающая, да. Немцы просят пощады. И вот этот, ребята, немецкий штурмбанфюрер, да, он по ходу фильма, да, снял свой мундир. Он стоял уже в такой штатской одежде, да. Он просит пощады, говорит то, что он вообще не виноват, да. Он пытается оправдаться, то, что была война, да, как бы так надо было и так далее, да, соответственно. И, ребята, да, что хочется сказать. Я же вам в начале урока упоминал, то, что немцы творили эти все зверства, да, именно методично, выполняя именно руководство, приказы своего вышестоящего руководства. И поэтому, да, конечно же, немцы были этим мотивированы. И там, да, по ходу фильма есть немецкий офицер, и Элем Климов, да, он эту сцену, да, он отстоял перед Госкино. Он попросил, чтобы эта сцена вошла в фильм, да, потому что в этом кадре немецкий офицер, эсэсовец, да, он буквально не оправдывается, да, перед партизанами, а наоборот говорит то, что так,
Мгм. Ребята, офицера здесь нет, да? Тем не менее, получается, чтобы весь, да, сюжет фильма вам не пересказывать, да, там он говорит такие страшные слова, то, что вообще, да, вас, население Белоруссии, да, нужно уничтожать. Вот буквально он это говорит в кадр. Это страшные слова вообще. То, что так было надо, да, получается, да, потому что вы все коммунисты и так далее. Вот буквально он эти слова, да, произносит в лицо к партизанам, этому мальчику, да, Флёре и так далее. И уже не вынеся, получается, вот этого оправдания вот этих зверств, да, мама, получается, да, одного из сожженных жителей деревни, да, она берет автомат и стреляет по этим немцам, не дожидаясь, получается, да, вот этого сожжения. И, соответственно, партизаны все стреляют по немцам, все немцы уничтожены. Вроде бы возмездие осуществилось, да, тем не менее, ребята, да, все равно режиссер хотел показать то, что вообще, да, это сама драма, да, она показывает то, что даже когда немцы уничтожены, да, все равно остается такое, скажем так, страшное такое послевкусие, да, то, что, соответственно, пугающая такая атмосфера, то, что враг еще не добит. И после вот этих, получается, событий, да, когда партизаны уничтожили карательный батальон, они под торжественную такую печальную музыку, да, они уходят в лес. Уже выпал снег, и они, получается, потихоньку, да, именно так, очень медленно, да, ничем ни с кем не разговаривая, медленно уходят именно вот в густой белорусский лес. И вместе с ними, ребята, да, как раз тут уходит в партизанский отряд мальчик Флёра, вот главный герой, да, актер Алексей Кравченко. Ребята, он уходит с винтовкой. Ребята, вот и в этом фильме, да, очень много символизма, таких прямо знаковых символов того, да, то, что как раз-то фильм показывает ужасы войны, и он является в какой-то степени, как раз так, как я говорил, антивоенным. Потому что в начале фильма мальчики-подростки с таким упорством искали оружие, да, пистолеты, винтовки, автоматы. И мальчик нашел винтовку. Он хотел поступить в партизанский отряд. Но вот этот партизанский командир, да, Косач, ребята, вот, он, ребята, его в отряд не взял. Потому что мальчик был маленький, да, он подросток. Он, ребята, его из отряда, получается, его удалил, да, сказал то, что ну, ты еще мал. И, ребята, вот по задумке режиссера, да, мальчик использовал винтовку, да, выстрелил из нее, ребята, да, только один раз. Ребята, сейчас я вам покажу этот кадр, да. Ребята, это у нас завершающие кадры фильма. Ребята, мальчик, да, весь измученный, да, весь уставший, да, ожесточенный. Он, ребята, находит в окрестностях деревни, да, около моста, ребята, видите, лежит портрет Гитлера в грязи, да, получается. И он, ребята, берет винтовку и, ребята, несколько раз стреляет в портрет Гитлера. На фоне этой стрельбы, ребята, режиссер показывает документальные кадры нацистских парадов, нацистских, получается, танков, да, самолетов, моменты, получается, когда нацистская армия, да, захватила всю Европу и так далее, да, показывают там, получается, все моменты вот кадров из немецких, получается, хроник того времени, да, и режиссер хотел показать, да, вообще всем зрителям этого фильма, да, то, что нам нужно в будущем, да, вообще избежать любых военных конфликтов. И по этим, получается, сюжетным перипетиям, как будто бы, да, во время стрельбы время отматывается назад, и, соответственно, да, все события Второй мировой войны, да, они, по задумке режиссера, они хронологически отматываются. И, ребята, мальчик стреляет в этих ненавистных ему немцев, да, вообще во всех немецких солдат, которые, получается, вот, да, проходят перед его лицом, да. Ребята, и в конце концов, наша история, да, вот Второй мировой войны, по сюжету фильма, да, она
отходит, да, буквально до последнего кадра, где показывают, ребята, Адольфа Гитлера, когда он еще маленький, да, когда Адольф Гитлер сам является таким чуть ли не грудным, да, ребенком. И здесь, ребята, да, мальчик делает паузу, ребята, и он, получается, да, долго смотрит на, получается, фотографию, да, Гитлера в младенчестве, ребята, и он, ребята, он уже задумывается, и, ребята, он не стреляет. То есть, ребята, у него, да, у мальчика Флёры не поднимается рука, да, выстрелить в ребенка. Ребята, этим режиссер хотел подчеркнуть то, что советский народ, да, он защитил свою родину, он, соответственно, да, освободил страны Европы от власти нацистов. И, ребята, то, что наша Красная Армия, да, она, получается, и все партизаны, да, они, ребята, совершили, получается, справедливые, соответственно, да, акции, моменты освобождения всех оккупированных территорий, но, да, они проявили гуманизм. То есть убивать немецких детей, да, это, конечно же, было для них, получается, уже стоп, соответственно. Это до такого, да, мы бы не опустились. И вот, получается, мальчик этим показал, да, то, что даже, получается, при совершении возмездия, да, нельзя наказывать детей и неповинных, получается, людей, которые оказались там, получается, случайно. Вот. Здесь, ребята, пожалуйста, посмотрите на эти слова, да. Режиссера после показа этого фильма в 1985 году, да, обвинили в том, что он снял, скажем так, нетипичный фильм. Потому что зрители, наверное, ожидали, да, совсем другого. Тем не менее, режиссер сказал, что, да, суть фильма в том, да, чтобы показать именно как раз-то описание реальных ужасов войны. И призыв людей вообще, да, как-то очиститься и проявить сострадание вообще ко всем, получается, да, участникам Великой Отечественной войны. Следует сказать, что, да, естественно, то, что победа в войне досталась именно советскому народу ценой больших людских потерь. В фильме это очень показано сразу же, да. Кроме того, да, ребята, здесь режиссер, как я уже говорил, да, показал в лице карателей, да, не только немецкий солдат, а самое, получается, вот то, что правдивое, да, здесь были показаны, ребята, да, их пособники, то есть, получается, так называемые предатели, да, вот, соответственно. Ребята, есть такой термин, возможно, вы слышали, да, власовцы. Вот, получается, как раз-то вот они показаны, да, это выходцы, вот там показано из Западной Украины, выходцы из Прибалтики, которые, получается, да, участвовали в этих зверствах на стороне именно вот немецкий солдат. Далее, да, ну и в итоге, соответственно, ребята, что следует сказать, да, вообще в этом фильме нет вообще героизма как такового, да, вообще нет пафоса, нет подвигов. Этим он, получается, радикально отличается, да, вообще от других военных фильмов. И что касается советских, да, и что касается зарубежных. Вот, как я уже говорил, да, критики, просмотрев этот фильм, да, они сразу же, конечно же, отметили, да, фильм показывает документальную точность карательных операций немецкого вермахта на территории Советского Союза во время Великой Отечественной войны. Ребята, после 1985 года фильм «Иди и смотри» был показан за рубежом, в странах Европы. Также, да, иностранные критики фильм восприняли положительно. Как раз-то они увидели, да, получается, все, получается, вот эти ужасы войны. Есть свидетельства немецких ветеранов вермахта, которые упоминали, да, то, что все показанное в этом фильме, да, это сущая правда. И получается, все показанное в этом фильме, да, как отмечал один немецкий ветеран, ну, по свидетельствам, да, то, что
мы творили, получается, да, как он отмечал, да, еще более худшие вещи. То есть кино все-таки кино, да, а на самом деле, получается, там было много всего такого, да, антигуманного, да, жестокого, зверского по отношению, получается, к населению Советского Союза. Вот, как-то так. Так, ребята, что еще, да? Как я уже сказал, да, ребята, фильм я вам рекомендую посмотреть только когда вы будете учиться, да, ну, в старших классах. Так, и вот, когда я в первый раз посмотрел этот фильм, да, я тоже ожидал все-таки такого четкого сквозного сюжета, да, то, что вот мальчик будет как будто, да, участвовать в партизанских действиях, да, то, что он будет стрелять в немцев, да, соответственно, там будут показаны, да, вот получается, вот, как немецкие солдаты, да, там вот, стреляют в партизан, партизаны побеждают, да, но, тем не менее, ребята, здесь всего этого нет. Здесь, ребята, кстати, заметно, да, очень много символов того, да, то, что война где-то рядом. Еще большой плюс этого фильма, да, это его саундтрек, озвучка фильма. Очень много, ребята, там показано таких напряженных звуков, связанных, получается, с искаженной советско-белорусской речью. Это искаженная речь Гитлера, да, на немецком языке. Это как раз-то, да, вот фраза «немецкий солдат», фраза, получается, на украинском языке, да, во время, получается, вот уничтожения этой деревни. В дальнейшем, ребята, там, ребята, есть такие очень дискомфортные звуки, да, связанные, получается, вот с каким-то писком, да, вот, писки комаров, там какой-то либо свист, треск, да, там, шум леса, да, и так далее. И все это, да, получается, да, оно нагнетает на зрителя такую тревожную атмосферу, да, то, что сейчас что-то плохое произойдет. И вот в фильме, да, вот это все буквально показано. Так, здесь, вот, как я уже сказал, да, вот когда я первый раз его посмотрел в свое время, да, это было в 90-х годах, вот фильм оставил такое какое-то, скажем так, опустошающее впечатление, можно сказать, да. Вот. Ребята, ну, завершая, да, наш этот онлайн-урок, следует вот еще отметить, да, такое вот название, которое очень буквально, да, правдиво, да, соответствует всему показанному, да, в этом фильме «Иди и смотри». Оно было взято как раз-то вот из Библии, да, потому что чиновники из Госкино, да, они вот велели режиссеру, да, переделать название фильма, да, «Убей Гитлера» на другое. И, соответственно, вот второе название, да, оно даже оказалось более удачным. И как раз-то, да, больше, да, мотивирует людей, да, посмотреть этот фильм. Как раз-то вот «Иди и смотри», да, что было в реалиях, да, как раз-то Великой Отечественной войны. Ребята, вот напоследок, да, наш урок уже подошел к концу. Я желаю вам, получается, всего самого наилучшего, чтобы вы в дальнейшем посмотрели этот фильм, чтобы у вас было, да, всегда чистое небо, ну и вы, как бы, да, прониклись, получается, вообще событиями, да, уже далекой Великой Отечественной войны, да, чтобы вы, получается, вспомнили, да, о наших ветеранах тыла, о наших ветеранах войны, которых осталось уже очень мало, да. Эти люди, получается, они, находясь и на войне, да, и в тылу, они ковали победу, да, соответственно, и благодаря, получается, их героическим действиям, да, получается, наш Советский Союз победил страшного, жестокого врага в лице нацистской Германии. Ребята, до свидания. Всего хорошего.